Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Ограничения разной степени на продажу топлива ввели уже более 30 регионов. Одним из последних ограничений ввел Дагестан. Там отпускают не более 20 литров бензина или 50 литров дизеля в одни руки. В Калининградской области в один бак можно залить не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля. Острые проблемы дефицита топлива остаются в Крыму. Об этом в обращении к жителям полуострова сказал Сергей Аксенов. Глава региона призвал не поддаваться эмоциям и не верить слухам. По его словам, над решением проблемы работают. Но в целях безопасности Аксенов раскрывать детали не стал. В Якутии отмечено снижение дорожно-транспортных происшествий за 5 месяцев текущего года. За этот период также уровень смертности уменьшился на 11%. У профильной комиссии вызывают опасения некоторые улусы, среди которых Нерюнгринский, Алекминский, Оленёкский, Вилюйский и Горный. Там отмечается рост ДТП. За отчетный период на территории республики зарегистрировано 33 аварии, где водители были в состоянии алкогольного опьянения. Заметен рост происшествий на дорогах среди детей до 16 лет. Так было зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с их участием. Настороженность властей вызывают автодороги НАМ, УМНАС и АМГА. Запланирован ряд мероприятий. В первую очередь это мы планируем разъяснительную работу по наследям и поселений соответствующих районов республики, в том числе и во взаимодействии с органами местного самоуправления. Проведение рейдовых мероприятий также со взаимодействием с органами местного самоуправления, а также работу, которую мы проводим в рамках оперативно-профилактических мероприятий и усиленного варианта несения службы. Именно когда я играю музыку, я чувствую ее сердцем. Итоги третьего международного конкурса «Розовая чайка» подвели в столице республики. По результатам выступления организаторы вручили победителям кубки, медали и специальные дипломы. А лучших исполнителей отметили на торжественном закрытии. На протяжении всего творческого состязания свои таланты продемонстрировали более 1700 исполнителей. Из них порядка 500 человек принимало участие в прослушиваниях очно. Программа включала 9 номинаций, среди которых фортепиано, оркестровые инструменты, хоровое пение и игра на национальных музыкальных инструментах. Уже стало обычным участие ребят из Монголии, но мы очень рады, что в этом году необычайно для нас, что принимают участие ребята, играющие на национальных инструментах из Индии. Да? Поэтому наш конкурс обретает силу. Больше становится регионов, которые принимают участие. Очень надеюсь, что сегодня будет хороший вечер, потому что много наград, 86 наград в результате получат ребята, медали, кубки и так далее. В Якутске завершился второй международный фестиваль «Книжный ветер», где собрались эксперты, писатели и издательства, чтобы обсудить, как книга связана с иллюстрацией, архитектурой и экранизацией. В этом году на событие приехало порядка 30 российских издательств. В программе были лекции, мастер-классы, интерактивы для детей и всех желающих. Гостями фестиваля стали участники из Кыргызстана и Грузии. По словам организаторов, новинкой этого года стало участие экспертов по созданию комиксов. Пока что современная практика больше все-таки меньше искусственного интеллекта, больше ручного труда. То есть я сама занимаюсь оформлением обложек в МИФе, работала с Эксмо, и пока что крупные издательства стараются все-таки привлекать современных художников, потому что помимо того, что это, мы опустим то, что это дольше времени занимает, это больше денег требует, но это все-таки имя художника. То есть это дополнительный канал рекламы для издательства тоже, потому что некоторые люди покупают книги даже неизвестных им авторов только из-за обложки, которую нарисовал известный им иллюстратор. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Доброе утро! Телеканал «Якутия-24» приветствует вас. Вы смотрите самую раннюю, самую добрую программу «Утро Якутии». Лето – это такое время, когда даже чашечка кофе кажется вкуснее, а обычные дела радуют чуть больше. Мы рады, что вы с нами в этот солнечный день. Давайте вместе наполним его хорошими новостями и приятными разговорами. Просыпаемся, настраиваемся на рабочую неделю, начинаем день, конечно же, с приятных, хороших новостей. Пока мы спали, в истории российского образования случилась настоящая сенсация. Российская школьница впервые в истории ЕГЭ набрала 500 баллов. Московская выпускница Екатерина Малкова показала предельный результат на ЕГЭ. После проверки информатики к 4 уже известным 100-бальным экзаменам добавился 5-й максимум.
Школьница окончила столичную школу номер 1409. Ранее было известно, что она получила 100 баллов за русский язык, профильную математику, химию и физику. Теперь подтвердился такой же результат и по информатике. И общий итог составил 500 баллов. Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что подобный результат за 20 лет существования единого госэкзамена достигнут впервые. Мэр поздравил Екатерину и педагогов и семью. Дальнейшую жизнь Екатерина планирует связать с точными науками. Среди вариантов, таких, например, как поступление в вуз по теме, допустим, биофизики и биоинформатики. Вот такая замечательная новость в мире образования. Ну а мы движемся далее. В эти выходные 27 и 28 июня наша республика жила в ритме главного праздника. Встречали солнце местности Усть-Хатын, участвовали в обрядах и заряжались энергией лета. И, конечно, наша команда НВК «Саха» работала для вас. Более 7 часов прямого эфира, чтобы каждый из вас, где бы ни находился, был с нами в этот священный день. Но это еще не самая главная новость. Наша программа «Утро Якутии» признана самой рейтинговой на сезон 2025-2026 года. И это наша общая победа. Огромное спасибо вам, дорогие зрители, за вашу любовь и поддержку. Мы стараемся для вас и обещаем радовать вас только лучшим контентом. Но у меня в руках наша награда, самый рейтинговый эфир по итогам сезона 25-26 года. И знаете, кстати говоря, этот эфир был именно нашей программы с участием ведущей Дарьи Анкефа и Руслана Ачирова. Вот такая замечательная награда есть теперь в нашей копилке. Ну и, конечно, как всегда, мы говорим за это спасибо вам, дорогие телезрители. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 22 градуса. В заречной группе 22-29 выше 0. В южных 18-25. В Вилюйской группе 21-29, в Нижнеленских 23-28. В западных до 25 градусов тепла. В Колым-Индигирской группе улусов до 24, в Янских 18-27 выше 0. На северо-западе 7 градусов 29 максимум. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Днем температура воздуха ожидается до плюс 31 градуса. В такую жару, конечно же, хочется сберечь силы и не растратить энергию с первых минут дня. Именно поэтому утро лучше всего начинать не с суеты, а с мягкой практики, например, с йоги. Она помогает не только размять тело, но и успокоить ум, настроиться на гармоничный день. В нашем сюжете простые асаны и дыхательная техника, которые подойдут даже тем, кто никогда не занимался йогой. Смотрите и пробуйте. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сегодня мы с вами проведем восстанавливающую практику. И начнем мы с дыхательных упражнений. Положите одну руку на живот, выпрямите спину полностью, можно прикрыть глаза, за макушку потянуться вверх к потолку, сделать хороший вдох и надуть животик, как воздушный шарик. На выдохе подтянуть животик к позвоночнику. Снова сделаем вдох, надуваем животик, как воздушный шарик, и вторую ручку ложим в районе диафрагмы, между нижними ребрами. С очередным вдохом в животик и до вдохом в диафрагму мы расширяем ребра. С выдохом расслабляем диафрагму, подтягиваем животик. Снова делаем вдох и до вдох диафрагма, и затем идут ребра и ключичное дыхание. Мы поднимаем вверх ключицы и расширяем грудную клетку. И все это делаем последовательно.
Попробуем. И вдох в животик, диафрагма, грудная клетка, ключичное дыхание. Выдох в обратном порядке. Сужаем грудную клетку, опускаем и расслабляем животик. Мгм. Следующее, что мы делаем, левую ручку ложим на правое колено, правой ручкой поднимаемся рукой вверх. Здесь растягиваем боковые мышцы, делаем хороший вдох, выдох. Меняем положение. Правая ручка на левое колено, левая ручка вверх, вдох, выдох. Возвращаемся в положение. Мгм. Переходим в позицию, в опору на 4 точки. Ладони у нас под локтевым и под плечевым суставом, колени под тазобедренным. Здесь делаем с выдохом, вытягиваем позвонок за позвонком к потолку, со вдохом, немножко проворачивая плечи назад, сгибаем локти в коленях и прогиб в грудном отделе. С выдохом вытягиваем снова позвоночник к потолку, расслабляем спину, шею и делаем круговые движения. Сначала в правую сторону, вниз со вдохом, левая, с выдохом к потолку и в другую сторону, к потолку, в левую сторону, прогиб в грудном отделе, соединяем лопатки, в правую, выдох. И можно еще зафиксировать это круговыми движениями. Соединяем все 4 точки. Угу. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Ставим ручки перед собой, ножки сзади на высокие. Выходим в собачку мордой вниз. Можно присогнуть колени. Поднимаем правую ножку вверх, а левую ложим в угол 45 градусов. Заднюю ножку заворачиваем вовнутрь. Выпрямляемся сначала. Здесь делаем хороший вдох. И с выдохом можно опуститься животом на бедро. Ручки поставить на локти. Угу. Здесь можно прикрыть глаза. Со вдохом и выдохом можно делать мягкие покачивающие движения, открывая и закрывая таз. Вдох и выдох. И можно полностью опустить голову на ладони, при этом продолжая движение. Хорошо. То же самое делаем на другую ножку. Сзади пальчики ставим на высокие. Выталкиваясь, выходим в собачку мордой вниз. Левую ножку вытягиваем вверх. Вперед, угол 45 градусов. Заднюю ножку заворачиваем вовнутрь, немножко косолапим. Сначала выпрямляемся в позвоночнике, вдох. С выдохом можно уйти на локти. Здесь расслабляющие, покачивающие движения. Вдох. И с выдохом можно уйти в замочек из локтей. Вдох и выдох. Расслабляемся. Лето в Якутии такое короткое, а воспоминания оставляет на целый год. Для кого-то это запах свежескошенной травы, для кого-то это крики чаек над Леной, ну а для кого-то это, конечно, бесконечный свет белых ночей и вкус свежей ягоды. Давайте узнаем, а что же значит лето для жителей и гостей нашей столицы. Какие 3 слова у вас ассоциируются с летом? Солнце, жара, пляж. Черный, красный и зеленый. Шаурма, шашлыки, озеро, река. Береза, ягоды, лес. Тепло, эсэх, улыбка. Жара, солнце, отдых. Велосипед, жара, солнце. Арбуз, купалка, отдых. Солнце, море, отпуск. Я тут 2 года только проживаю. Был в селе, а так комары, жара и снег. У нас летом снег падает.
Ну а лето для выпускников школ сейчас, конечно же, один из самых важных этапов, ведь начинается приемная кампания. Кто-то уже определился с будущей профессией, а кто-то еще выбирает учебное заведение. Сегодня поговорим о том, как проходит приемная кампания в Якутском коммунально-строительном техникуме. И в этом году вообще в целом есть, конечно же, востребованные специальности и вообще на что стоит обратить внимание абитуриентам. У нас в гостях Татьяна Беркутова, заместитель директора по воспитательной работе. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Игоревна, а расскажите, когда стартовала приемная кампания в целом, да, и до какого числа еще можно успеть подать документы? Приемная кампания стартовала 20 июня, и можно документы подать до 15 августа. Мы ждем наших студентов. Соответственно, какие документы должны принести абитуриенты? Ну, обязательно это, конечно, главное. Это аттестат, оригинал аттестата, либо копия всегда студенты, еще не выбравшие и не определившиеся, паспорт и 4 фотографии с медицинской справкой. Это весь пакет документов. Угу. То есть достаточно стандартный, классический, да? Да. Но в целом могут ребята подать заявку на несколько специальностей? Ну, допустим, если еще не определились. Да, конечно. Так оно и происходит, что школьники подают на несколько профессий либо специальностей, родственные, либо совершенно разные друг другу. И уже в августе смотрят разницу, где у него выше балл, где у него ниже балл. Угу. А максимальное количество специальностей? Не ограничено. То есть можно на все специальности? Ну, можно, да. Это хорошо. Ну, а какие сегодня все-таки самые востребованные? Ну, сейчас в связи с развитием IT-технологий у нас в техникуме это сейчас становится популярно, это информационное моделирование в строительстве, потому что строительство тоже переходит на IT-технологии. Туда, наверное, достаточно серьезный. Да, серьезный конкурс. Если на обычной профессии, специальности это обычно 2 человека, то здесь около 4. Угу, на место, да? Да. А почему вообще в целом строительные и коммунальные специальности сегодня востребованы на рынке труда в целом? Это простой вопрос, простой ответ, потому что это жизнь. Мы живем в домах, мы пользуемся водой, мы пользуемся теплом, то есть это полностью обслуживающая система нас, как мы живем. Угу. Хорошо. А вот, допустим, может быть, какие-то нововведения появились в этом году вот в плане приема? Нет, нововведений нет, все абсолютно стандартное. Все школьники могут подать документы через Якутия, через госуслуги, либо очно прийти и сдать документы. Поступление в техникум по среднему баллу аттестата без вступительных. Угу. Ну а на что бы вы посоветовали обратить внимание ребятам, которые, допустим, еще не выбрали профессию, да? Ну, самое главное не паниковать, посмотреть свои сильные стороны, куда он больше хочет, и, конечно, обратить внимание на тренды рынка труда. Угу. Ну, а многие, конечно, переживают из-за конкурса, да, и, может быть, даже недооценивают свои возможности, думают, ой, туда вот на IT не попаду точно. Вот что нужно сделать в этом случае, да, как-то, может быть, какую-то консультацию прийти посмотреть, может, прогуляться у вас в техникуме, посмотреть какие-то стенды или что сегодня, вот как можно себя немножечко направить на этот путь? Ну, скорее всего, просто не паниковать и спокойно подать документы, ждать. Потому что ситуация всегда меняется. Можно в июне месяце быть в последних рядах, а в августе уже оказаться в первых числах зачисленных. Поэтому это самое главное — следить и отслеживать свой рейтинг и постоянно быть на связи. Вот так. Но если, допустим, все-таки учитывая самый лучший вариант, да, в августе поступаем, да, вот какая жизнь у студентов помимо учебы протекает в техникуме? Она очень разнообразна. Наши студенты не только учатся, но и творчески отдыхают. Это волонтерские движения, это студенческие советы, это студенческие отряды, кружки, секции, где студент может, например, учиться на строителя и захотеть получить навыки сварщика. И он может пойти на кружковую работу и получить эти навыки. То есть совместить несколько, да? Конечно, совершенно противоположные направления. Угу. Ну, а если в целом говорить сегодня о пожеланиях, да, вот помимо того, что не паникуйте, да, что бы еще можно было посоветовать выпускникам, которые действительно вот в этот период лета пока что находятся достаточно в таком
стрессовом состоянии, да, и в волнительном состоянии. Посмотреть тренды рынка труда, рассмотреть все учебные заведения, все специальности, профессии, которые предлагаются у нас в республике, посмотреть инфраструктуру техникума. Может быть, где-то студенту будет здесь комфортнее, там некомфортнее, удаленность от своего дома, окружающая среда. Ну, то есть разные критерии бывают подходящие разным людям. А если говорить в целом, да, про коммунально-строительный техникум, да, какие вот профессии появились вот совсем недавно, возможно, о которых мало кто знает? Ну, у нас в техникуме всегда все традиционно, потому что сфера ЖКХ и сфера строительства, она постоянная. Вот я, как и сказала, что информационное моделирование строительства – это новая профессия, новая специальность. В этом году мы только второй раз делаем набор. После 9 класса студенты изучают IT-технологии именно для строительства. Это вот самое последнее Да. нововведение. Тренд. Да, да, и студенты охотно, да, поступают именно на эту специальность. Ну, спасибо большое, Татьяна Игоревна, за столь интересную беседу. Мы желаем вам хорошего рабочего дня, ну и пусть побольше хороших студентов поступят в техникум и будут радовать вас своими результатами. Спасибо большое. Спасибо. Ну а сегодня 29 июня, и знаете ли вы, какой лучший способ начать такой день? С простого и очень важного жеста, с объятия. Ведь именно сегодня отмечается праздник объятий. Пусть это не будет просто формальностью, а станет искренним способом сказать «ты мне дорог». А мы тем временем сейчас расскажем, какие еще интересные даты и события приготовил для нас этот день. На календаре 29 июня. Сегодня День кораблестроителя в России, День партизан и подпольщиков в России, Международный день тропиков. По народному календарю Тихон Тихий. С именем его на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его День Тихим. К примеру, считалось, что с этой датой начинают затихать певчие птицы. Лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери. Говорили также «на тихо, на солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука. По подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите по сравнению с 1 января. Это день в истории. 1916 выполнил первый полет самолет марки «Боинг». 1925 запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием. 1964 изобретен пульт дистанционного управления телевизором. 1973 в этот день введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом – Кольская АЭС. В этот день родились Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик; Гурбангулы Бердумухамедов, туркменский государственный деятель и политик, второй президент; Ольга Машная, советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России; Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, актер, композитор; Николь Шерзингер, американская певица. Именины отмечают Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон и Феофан. 29 июня – день, богатый на памятные даты. И, как мы уже сказали в нашем рубрике до этого, сегодня в мире отмечают Международный день тропиков. Но в Якутии сегодня особый повод внимания к природе. В республике побывали орнитологи из Китая. Ученые изучали редких птиц и их миграционные пути. Подробнее об этом в материале наших коллег. 9 специалистов из Поднебесной прибыли в Якутск 19 июня. Все они так или иначе связаны с экологией – ученые, орнитологи, волонтеры. В республику их привела общая цель – увидеть гнездовье стерха. Ведь если летом эти птицы в большинстве своем выводят потомство в Якутии, то зимой около 95% всей популяции улетает в Китай, на озеро Паинхо в провинции Цзянси. Мы очень взволнованы и с нетерпением ждем начала экспедиции. В Китае мы видим стерхов только на зимовке, но мы никогда не наблюдали, как белый журавль строит гнезда и выводит своих птенцов. Надеемся, эта работа станет плодотворной и для нас, и для якутских коллег. На следующий день делегация вылетела в поселок Чакурдах, а оттуда отправилась в национальный парк Каталык.
На месте ученые разделились на две группы. Одна выехала на участок Сагарычья, вторая на кордон Джукарский. Я специализируюсь на экологии и на протяжении 5 лет изучал стерхов. Давно у меня зрела мечта увидеть места их размножения, и вот я здесь, в парке Кыталык. Дорога до кордонов превзошла все ожидания. Гостям то и дело встречались пары стерхов возле гнездовий. Как правило, в этот период самка неотлучно высиживает яйца, а самец охраняет ее поблизости. Время от времени они меняются ролями, чтобы дать друг другу покормиться. Чтобы не тревожить птиц, наблюдение за ними было организовано издалека с расстояния в несколько сотен метров. Они в радиусе километра каждый год прилетают на свое место. Ну вот в радиусе километра они делают свои гнезда. Так просто к ним близко не подкрадешься, и не это, только наблюдая издалека, с наблюдательных вышек, потому что остерегаются они так в основном. Китайские экологи также протестировали новые вышки, построенные в парке специально для безопасного и скрытного наблюдения за пернатыми. В общей сложности обеим группам удалось встретить около сотни стерхов. Гости смогли узнать, какой рацион у птиц в тундре и какую почву журавли выбирают для обустройства гнезд. Безусловно, здесь естественная тундра, здесь ничего рукотворного нет, и, безусловно, птицы себя чувствуют очень вольготно. Они в этом убедились. Мы увидели огромное количество пар, фотографировали их, очень много зафиксировали гнезд стерхов. Безусловно, они все в очень таком бодром настроении, то, что увидели. В принципе, мы сегодня достигли той цели, с которой приехали китайцы. Совместная работа Якутии и Китая по сохранению краснокнижного белого журавля-стерха будет только укрепляться. У Китая накоплен огромный опыт по восстановлению редких видов, которым они готовы делиться, в том числе опытом по установке GPS-датчиков для детального отслеживания путей миграции стерхов. Виолетта Засимова, Александр Гармаев, Аллаиховский район. Тем временем в Якутске историческое событие. Через 12 лет мы снова принимаем чемпионат России по стрельбе из лука. Спортсменам предстоит не просто побороться за медали, но и выполнить нормативы, которые открывают дорогу к новым спортивным высотам. На тренировках сборной Якутии побывала наша съемочная команда. Якутск готовится принять главный турнир года – чемпионат России по стрельбе из лука. Уже совсем скоро сюда съедутся сильнейшие лучники со всей страны. Я приехала на базу сборной Якутии, чтобы увидеть, как проходят последние дни перед главным стартом. Стрельбу из лука, честно, я полюбила сразу. Я даже помню свой первый выстрел, вот в каком году это было, в 2014 году. Юлия Маркова, мастер спорта России, в ее копилке бронзовая медаль чемпионата России в Краснодаре и участие в чемпионате Европы. За ее плечами сотни тренировок, тысячи выстрелов и постоянная борьба с собой. Да, это были мои первые большие соревнования на таком масштабном уровне. Я встретила очень много титулованных спортсменов, набралась колоссального опыта, который я в дальнейшем применю на соревнования. На стадионе Туймада соберутся почти 200 спортсменов из разных регионов страны. Главная задача – показать точность и выдержку на дистанциях от 30 до 90 метров. Каждый выстрел – шаг к медали и выполнению спортивных нормативов. Первые тренировки уже начались, а основные бои развернутся с 29 июня по 4 июля. Я стреляю вот из бочного лука. Сегодня я тренируюсь именно на 70 метров. Лук мой вот тетива, примерно килограммов 20 вытягивания. И луки у нас подгоняются индивидуально под спортсмена. То есть любой человек, который, если даже он будет лучником, да, он не сможет прийти и начать стрелять из моего лука и попадать в десятки. Все очень индивидуально. И также у нас стрелы тоже подгоняются индивидуально под спортсмена, под длину рук, там все смотрят. Ветер влияет, дождь влияет, да, у нас на счетах будут флажки на соревнованиях, и если будет сильный ветер, мы выносим. Когда дождь, тоже все выносится. За каждым метким выстрелом годы работы, и не только самого спортсмена. Рядом с лучниками всегда те, кто учит, поправляет, верит и ждет результата. Тренеры по стрельбе из лука в Якутии
Это люди, которые сами когда-то стояли у мишени, а теперь передают опыт новому поколению. Они знают, как поставить руку перед решающим выстрелом. Их ученики выходят на старт чемпионата России, а они остаются за спиной, чтобы каждый выстрел был точным. Мы почему тренеры? Потому что мы кое-какие моменты понимать начинаем после того, как мы сами прошли этот уровень, как уровень спортсмена прошли, поэтому мы в их телах как бы чувствуем, что они делают, что чувствуют. И вот, конечно, радостно то, что мы отрабатывали все эти дни на тренировках, и у них это получается, и они выполняют именно то, что мы отрабатывали, поэтому это очень радует. И завоевывать медали – это, конечно, большой успех для наших спортсменов. Конечно, это большой толчок вообще для нашего вида спорта, если проводят в том или ином регионе, потому что это финансирование, это уже уделение внимания для региона, поэтому это очень важно и очень ответственно, что мы проводим здесь чемпионат России. Чемпионат России по стрельбе из лука проходит в Якутии уже второй раз. Первый в 2014 году. И если тогда это был дебют, то сейчас уверенный шаг вперед. За 12 лет якутские лучники окрепли, а сам турнир вышел на новый уровень. Мы от этого соревнования ждем очень позитивную энергию. И как показывала практика 2014 года, после крупных соревнований у нас появились новые имена, появилась массовость. И поэтому мы также ожидаем, что после этого чемпионата России у нас появятся новые имена, и все больше будут детей записываться на этот вид спорта. Спорт – это труд, характер и вера в себя. И этот чемпионат – лучшее тому доказательство. Желаем всем спортсменам удачи и новых рекордов, а мы будем продолжать следить за их успехами. Диана Борисова, Иван Сорокаумов, Якутск. В стрельбе из лука все решает точность. Один неверный расчет, и стрела уходит мимо. Точно так же сегодня мошенники рассчитывают каждый свой шаг, чтобы попасть точно в цель, в нашу доверчивость. Сегодня они все чаще выбирают своей мишенью молодежь. Преступники подстраиваются под привычки молодых людей, действуют там, где непосредственно сама молодежь проводит время. Допустим, в мессенджерах, социальных сетях и игровых чатах. Сегодня мы расскажем об одной истории, которая привела к серьезным финансовым потерям. Раньше мы говорили вам, что нельзя верить тем, кого вы не видите лично. Сегодня это уже не так. Мошенники стали выстраивать свои махинации таким образом, что псевдосотрудники Центробанка, Росфинмониторинга и ФСБ ездят во всей стране и сами верят в то, что служат государству. История, которую мы хотим вам сегодня рассказать, поражает своей обдуманностью и опасностью для будущего нашего молодого поколения. Они именно подгадали момент, когда мне позвонить, потому что всем моим одногруппникам в связи с окончанием учебы начал звонить в военкомат и выдавать им повестки, в деканате. Мне позвонили якобы с военкомата, сказали, что нужно обновить мои данные, и они сказали, что я должен слово сказать фамилию, имя, отчество, и что подтверждаю перевод данных в электронный формат. Я так и сказал. Через 30 минут позвонили с ФСБ, сказали, что эти мошенники были из Украины, и что они уже открыли счет с помощью моих данных, и что туда была проведена операция в размере 500 тысяч рублей, и что на меня будет возбуждено 2 уголовных дела. И чтобы избежать наказания, стать внештатным сотрудником ФСБ, для этого они отправили ссылку на анкету, сказали пройти тест на наркотики и отправили ссылку. Я зашел по ссылке в Zoom, там сидел мужчина в форме, сказал, что оформит меня, что я не должен ничего разглашать третьим лицам, даже своим родителям, полиции и так далее. Они попросили биометрию лица, фото селфи с паспортом. Я им все это отправлял, и уже под вечер сказали, что есть первое поручение – это пойти в жилой комплекс и посидеть там. Они отправят мне фоторобот человека, я должен при появлении этого человека сообщить им. Далее они подают сигнал уже оперативникам города Якутска, что они его повяжут. Хотел бы сказать спасибо киберполиции, что вчера своевременно предупредили и заставили поменять ход своих мыслей, успокоиться и рационально решить данную проблему. С каждым днем растет количество завербованных злоумышленниками. Молодым людям внушают, что они являются сотрудниками ФСБ, оплачивают перелеты, проживание и даже дают разрешение на совершение кражи и убийства тех, кто встанет у них на пути.
Расскажите об этом всем, кого знаете. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Ограничения разной степени на продажу топлива ввели уже более 30 регионов. Одним из последних ограничений ввел Дагестан. Там отпускают не более 20 литров бензина или 50 литров дизеля в одни руки. В Калининградской области в один бак можно залить не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля. Острые проблемы дефицита топлива остаются в Крыму. Об этом в обращении к жителям полуострова сказал Сергей Аксенов. Глава региона призвал не поддаваться эмоциям и не верить слухам. По его словам, над решением проблемы работают, но в целях безопасности Аксенов раскрывать детали не стал. В Якутии отмечено снижение дорожно-транспортных происшествий за 5 месяцев текущего года. За этот период также уровень смертности уменьшился на 11%. У профильной комиссии вызывают опасения некоторые улусы, среди которых Нерюнгринский, Алекминский, Оленёкский, Вилюйский и Горный. Там отмечается рост ДТП. За отчетный период на территории республики зарегистрировано 33 аварии, где водители были в состоянии алкогольного опьянения. Заметен рост происшествий на дорогах среди детей до 16 лет. Так было зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с их участием. Настороженность властей вызывают автодороги НАМ, УМНАС и АМГА. Запланирован ряд мероприятий. В первую очередь это мы планируем разъяснительную работу по наслегам и поселений соответствующих районов республики, в том числе и во взаимодействии с органами местного самоуправления. Проведение рейдовых мероприятий также со взаимодействием с органами местного самоуправления, а также работу, которую мы проводим в рамках оперативно-профилактических мероприятий и усиленного варианта несения службы. Именно когда я играю музыку, я чувствую ее сердцем. Итоги третьего международного конкурса «Розовая чайка» подвели в столице республики. По результатам выступления организаторы вручили победителям кубки, медали и специальные дипломы. А лучших исполнителей отметили на торжественном закрытии. На протяжении всего творческого состязания свои таланты продемонстрировали более 1700 исполнителей. Из них порядка 500 человек принимало участие в прослушиваниях очно. Программа включала 9 номинаций, среди которых фортепиано, оркестровые инструменты, хоровое пение и игра на национальных музыкальных инструментах. Уже стало обычным участие ребят из Монголии, но мы очень рады, что в этом году необычайно для нас, что принимают участие ребята, играющие на национальных инструментах из Индии. Да? Поэтому наш конкурс обретает силу. Больше становится регионов, которые принимают участие. Очень надеюсь, что сегодня будет хороший вечер, потому что много наград, 86 наград в результате получат ребята, медали, кубки и так далее. В Якутске завершился второй международный фестиваль «Книжный ветер», где собрались эксперты, писатели, издательства, чтобы обсудить, как книга связана с иллюстрацией, архитектурой и экранизацией. В этом году на событие приехало порядка 30 российских издательств. В программе были лекции, мастер-классы, интерактивы для детей и всех желающих. Гостями фестиваля стали участники из Кыргызстана и Грузии. По словам организаторов, новинкой этого года стало участие экспертов по созданию комиксов. Пока что современная практика больше все-таки меньше искусственного интеллекта, больше ручного труда. То есть я сама занимаюсь оформлением обложек в МИФе, работала с Эксмо, и пока что крупные издательства стараются все-таки привлекать современных художников, потому что помимо того, что это, мы опустим то, что это дольше времени занимает, это больше денег требует, но это все-таки имя художника. То есть это дополнительный канал рекламы для издательства тоже, потому что некоторые люди покупают книги даже неизвестных им авторов только из-за обложки, которую нарисовал известный им иллюстратор. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Сегодня в Якутске стартует чемпионат России по стрельбе из лука. С 29 июня по 4 июля на стадионе Туймада выступят более 200 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны. А сборную нашей республики представит 22 лучника. В столицу республики приехал председатель Российской Федерации по стрельбе из лука Заректо Манханов, который находится у нас сегодня в гостях. Доброе утро.
Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, почему вдруг чемпионат спустя столько лет вернулся к нам в республику? Да, спустя 12 лет он сюда вернулся. Дело в том, что в 2024 году отмечался юбилей стрельбы из лука, 60 лет развития стрельбы из лука в республике Саха-Якутии. И в это время у нас произошла встреча с главой республики, с Александром Сергеевичем Николаевым. И тогда по его инициативе было решено провести чемпионат России в 2026 году. Но в этот раз уже чемпионат России на открытом воздухе. Вообще, а насколько важен этот чемпионат как спортивное событие для российских спортсменов? Ну, конечно же, это подведение итогов подготовки для всех спортсменов. Это отбор в сборную команду России, определение победителей. Сильнейшие получат право участия в спартакиаде сильнейших. Ну, проходит свой отбор. Кто-то попадет после этого на финал, на этап Кубка мира. Здесь также участвуют спортсмены, которые готовятся к участию в первенстве Европы, которое пройдет в Риме в июле уже. Так что это очень важный старт. Важно, да, старт. Но а какие регионы, вот вы сказали, сильнейшие, да, вообще в целом у нас в стране считаются? В целом это, конечно, Москва, Бурятия, Забайкальский край, представители Ростовской, Свердловской области, это наши девочки, олимпийские призеры серебряные, и много других регионов. Ну и, конечно же, среди лидеров также Республика Саха-Якутия, которые становились призерами во многих мероприятиях, в том числе паралимпийских играх, были в шаге от пьедестала на Олимпийских играх. Да. Ну а в целом, вот как вы оцениваете уровень подготовки наших спортсменов, да, потому что у вас уже был опыт пообщаться, да, увидеть, как они стреляют, так правильно, как сказать, стреляют, правильно? Да, правильно же, да. стреляют. Вот, и в целом, каков шанс у нас? Конечно, попасть? очень хорошие шансы представителей Якутии. Находятся всегда в призерах, очень часто. Большой командой приезжают, выступают, всегда очень о себе заявляют хорошо. Буквально уже упоминали о том, что есть и призеры чемпионатов России, первенств России. Поэтому, да. А на ваш взгляд, вот с какого возраста лучше начинать заниматься стрельбой из лука, да, потому что мы знаем истории, когда, в принципе, уже и во взрослом возрасте человек приходит и может добиться результата. Ну а лучше с чего начать? Начинать самый ранний возраст у нас определен, это 10 лет. Почему? Потому что в стрельбе из лука нагрузка, она немножко асимметричная, поэтому желательно, чтобы ребенок пришел уже окрепшим после занятий других видов спорта, чем угодно. И после этого уже начинают с общей физической подготовки. Если верхний предел, то об этом я сказать не могу, потому что люди и в 60, и в 70 лет увлекаются стрельбой из лука и так заявляют, что я уже 5 лет занимаюсь стрельбой из лука. А сколько вам лет? 76. Или я знаю, что сейчас и в 80-летнем возрасте, 84 года, по-моему, до сих пор стреляет. Но стреляет в соревнованиях по национальной стрельбе из лука. Но здесь, я думаю, что верхней границы трудно определить. Да. Но вот вы только что сказали, что человек должен быть окрепшим, потому что действительно, вот у меня был тоже опыт стрельбы из лука в рамках другого проекта, да. Ну и мы там находились буквально там 1,5 часа на съемках, но тело болело потом очень долго, да. Вот все-таки какими качествами должен обладать хороший лучник? Ну, помимо, конечно, меткости, да, это естественно. Да, ну, конечно, сила, настойчивость, выносливость, потому что соревнования по стрельбе из лука, они проходят в течение очень длительного времени. Наверное, для многих непривычно услышать, что в течение 3-3,5 часа идут соревнования. Если после этого еще и проходит финальная часть соревнований, то в течение всего дня спортсмен находится на поле, в любые погодные условия практически, будь это жара 40 градусов или мороз, бывает даже снег идет, соревнования не останавливаются. Поэтому нужно такая вот терпение, долгая сила воли, целеустремленность.
Ну а если говорить про ваш путь, да, вот сегодня вы являетесь председателем, да, Российской Федерации по стрельбе из лука, да, а с чего начинался ваш спортивный путь, да, и почему именно этот вид спорта? Вообще стрельба из лука меня увлекла с самого детства. И я просто не знаю, как у меня глаза загорались, когда я видел стрелу, лук мастерил с детства. Ну, заниматься я начал, конечно, из классического лука. В то время, когда я пришел в стрельбу из лука, существовал, наверное, только классический лук, помимо национальных дисциплин каких-то, которые мало развиты. А вот классическая стрельба из лука, как спортивная олимпийская дисциплина, была очень на высоте. И, ну, так же, как и сейчас, в принципе. Ну, и в России, СССР, тогда имели уже очень хорошие результаты. Мы знаем, какие яркие наши имена и звезды. Вот что бы вы пожелали участникам чемпионата и тем, кто, возможно, хочет только попробовать себя в этом виде спорта? Участникам чемпионата, конечно же, я желаю успешных выступлений и, как всегда, улучшить свой результат. Постоянно должна быть работа, приобретение опыта. Ну, а здесь, в Якутске, я думаю, что нужно и насладиться тем местом, тем гостеприимством, всеми красотами, которые есть у Якутии. Поэтому это раз в 12 лет иметь возможность приехать сюда, на чемпионат России, на главный старт. Это прекрасная возможность, которой нужно воспользоваться обязательно. И у нас начало соревнований в этом году, сегодня в 19 часов на стадионе Туймада. Поэтому это будет прекрасная возможность для всех увидеть начало. Я думаю, что это будет очень красиво и торжественно. Спасибо большое за то, что посетили наш эфир. Мы уверены, что чемпионат пройдет на высшем уровне. Я тоже в этом уверен. И, конечно, всех призываем посетить и хотя бы посмотреть на этот замечательный вид спорта. Спасибо. Спасибо. Чтобы грамотно спланировать неделю, одних календарей мало. Иногда полезно прислушаться и к звездам. По понедельникам традиционно мы делимся гороскопом. Давайте посмотрим, для каких знаков неделя будет особенно удачной, а кому лучше сосредоточиться на завершении старых дел. На этой неделе Овнов ждет мощный прорыв в карьере. Старые препятствия наконец уступят дорогу, но для этого потребуется вся ваша целеустремленность. Не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь на главной цели. В середине недели возможен эмоциональный разговор с партнером. Выслушайте, а не доказывайте свою правоту. Это сохранит гармонию. Финансы стабильны, но крупные траты лучше отложить. Тельцы. Вас ждет неделя вдохновения и новых горизонтов. Поездки, переговоры или учеба принесут неожиданные плоды. Не бойтесь менять планы, судьба ведет вас в нужном направлении. В личной жизни возможна судьбоносная встреча или глубокое откровение с близким человеком. Главное быть честным с собой и другими. В выходные уделите время отдыху на природе. У близнецов неделя будет связана с общими ресурсами и финансами, возможны выгодные предложения о сотрудничестве или неожиданная премия. Однако будьте бдительны, не доверяйте сомнительным источникам. В отношениях наступит период глубокого доверия и страсти. Вы сможете решить старые проблемы, если пойдете на компромисс. В выходные вас ждет приятный сюрприз от друзей. На этой неделе у раков партнерство выходит на первый план. Деловые и личные отношения потребуют вашего внимания и дипломатии. Не настаивайте на своем. Совместные решения окажутся вернее. В середине недели возможен творческий подъем. Не упустите момент для реализации смелой идеи. Прислушайтесь к своей интуиции в финансовых вопросах. Она вас не подведет. У львов неделя потребует собранности и дисциплины на работе. Рутина может казаться утомительной, но именно она заложит основу для будущих успехов. Не пренебрегайте помощью коллег. В личной жизни вас ждет период романтики и легкости. Одинокие львы могут встретить интересного человека. В выходные лучшее лекарство, смена обстановки и активный отдых. Девы. Эта неделя – время творчества и самовыражения. Смело беритесь за нестандартные проекты. Ваши идеи оценят по достоинству. В любви будьте готовы к откровенным разговорам, которые укрепят ваш союз. Финансово благоприятное время для старта новых проектов, но избегайте спонтанных покупок. В конце недели возможна небольшая поездка, которая подарит яркие впечатления. На этой неделе у весов главный фокус на доме и семье. Возможно, потребуется решить бытовой вопрос или поддержать близкого человека.
На работе не идите на конфликты. Ваше спокойствие является главным козырем. К концу недели придут хорошие новости, связанные с финансами или личными проектами. Скорпионы. Неделя будет насыщена общением, поездками и переговорами. Ваше умение убеждать поможет заключить выгодную сделку или наладить важную связь. В середине недели будьте внимательны к словам. Одно неосторожное высказывание может привести к недопониманию. В личной жизни царит гармония. Используйте это время для романтических свиданий и глубоких бесед. У стрельцов на этой неделе в центре внимания финансы и материальные ценности. Вы сможете увеличить доход, если проявите инициативу. Однако избегайте авантюр и не поддавайтесь на сомнительные аферы. В отношениях наступит период затишья. Насладитесь спокойствием и стабильностью. В выходные вас ждет неожиданное предложение, которое круто изменит планы. В центре событий на этой неделе Козерог. От вас ждут решений и лидерства, и вы справитесь. Не бойтесь брать на себя ответственность. В личной жизни возможны небольшие трения из-за вашей занятости. Уделите немного времени близким, чтобы рассеять их сомнения. Конец недели идеален для планирования и постановки новых амбициозных целей. Водолеи. Эта неделя потребует уединения и анализа. Лучшие идеи придут к вам, когда вы останетесь наедине с собой. Не форсируйте события, дайте всему созреть. В середине недели возможна помощь от друга или наставника, которую не стоит отвергать. В любви важно доверие. Не давайте волю ревности и подозрениям. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Рыбы. Неделя принесет активную социальную жизнь. Встречи, новые знакомства и коллективные проекты будут успешными. Не отказывайтесь от приглашений. Вас ждет полезное деловое знакомство или интересная встреча. Финансы потребуют внимательного контроля. Избегайте долгов. В конце недели вы получите моральное удовлетворение от проделанной работы. Таким было утро понедельника. Увидимся завтра на телеканале Якутия 24.